часы по настоящему времени. Из студии в Вашингтоне вас приветствую я, Роман Мамонов. В ближайший час подробно о главных событиях дня, какими они видятся из США. У представителей разведслужб и сенаторов нет сомнений в причастности России к хакерским атакам накануне президентских выборов. В Конгрессе сегодня обсуждают киберугрозы США. Избранный президент Трамп планирует реформу в ЦРУ и других разведведомствах, сообщают СМИ. В Сенате публично вчитались в твиттер миллиардера, а Китай и вовсе намекнул: соцсети не место для внешнеполитических заявлений. А также будущее уже здесь. Мировые производители привезли главные новинки года на крупнейшую выставку потребительской электроники в Лас-Вегасе. Все самое интересное в прямом включении нашего корреспондента. Обязательно дождитесь. В середине часа, как всегда, новости экономики и данные с бирж от наших коллег в Нью-Йорке. Но прямо сейчас дайджест новостей. Это Игорь Тихоненко. Спасибо, Роман. В начале часа, как обычно, о событиях в мире и в США. И мы начинаем этот выпуск новостей с двух трагических сообщений, которые пришли к нам из Сирии и Турции. В сирийском городе Джабла и турецком городе Измир буквально пару часов назад произошли идентичные террористические атаки. В обоих случаях в людных местах взорвались начиненные взрывчаткой автомобили. В Джабле, по разным данным, погибли от 9 до 15 человек, при этом 25 получили ранения. В Измире в результате взрыва погибли полицейский и сотрудник суда. Около 10 человек получили ранения. Мы будем следить за развитием этих ситуаций. А сейчас к другим новостям. Американские спецслужбы завершили расследование о вмешательстве российских хакеров в предвыборную кампанию в США. Через несколько часов президенту Обаме будет представлена расширенная и засекреченная версия доклада, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на собственные источники. Избранного президента Дональда Трампа ознакомят с содержанием аналогичного доклада в пятницу. На обоих брифингах будут присутствовать руководители ЦРУ, ФБР, Агентства национальной безопасности и других спецслужб. Кроме того, сегодня сразу в двух сенатских комитетах проходят слушания по вопросам кибербезопасности. В частности, в деталях обсуждаются именно российские кибератаки. Председатель комитета по делам вооруженных сил в Сенате Джон Маккейн, созвавший одно из слушаний, накануне назвал российское вмешательство в президентские выборы в США актом войны. И продолжение темы. Россия передавала Wikileaks похищенные данные через посредников. Об этом со ссылкой на источники в разведывательном сообществе США передает агентство Рейтер. Источники отказались сообщать подробности, заявив, что не хотят рассказывать, каким образом правительство США получило эту информацию. Рейтер также сообщает, что несколькими месяцами ранее американские официальные лица пришли к выводу, что хакеров направляли российские спецслужбы. Однако они не были уверены, что смогут доказать, что именно Москва контролировала и распространение информации, повредившей кандидату в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон. Турция отклонила предложение США о поддержке своих военных, сражающихся в сирийском городе Аль-Баб на стороне повстанцев против боевиков Исламского государства. Об этом телеканалу NBC сообщили два представителя Пентагона. Кроме того, по их словам, Россия нанесла несколько воздушных ударов в поддержку турецких военных в районе этого города. В последние несколько дней бои приобрели крайне жесткий характер, и турецкие силы стали нести серьезные потери. По словам американских военных, США неоднократно предлагали помощь турецкой стороне, однако она ее постоянно отклоняла. Иракская армия и силы международной коалиции сотрудничают гораздо эффективнее после начала второй фазы операции по освобождению Мосула от боевиков ИГИЛ. Об этом в среду заявил командующий коалиционными войсками генерал Стив Таунсенд. По его словам, после перерыва в кампании подконтрольные ему силы и иракские военные набрали хороший темп. И в первые дни второй фазы операции освободили сразу несколько районов города, несмотря на ожесточенное сопротивление исламистов. Мосул, второй по значимости город Ирака, на протяжении более 2 лет находится под контролем ИГИЛ. Операция по его освобождению началась в октябре 2016 года. В ней участвует 100-тысячная армия Ирака, курдские ополченцы, а также войска международной коалиции под руководством США. Власти Греции сообщили о задержании Полы Рупы, заочно осужденной за участие в террористической организации и причастности к целому ряду преступлений, в том числе к обстрелу американского посольства в Афинах в 2007 году. Правоохранители заявили, что арестовали 48-летнюю Рупу в греческой столице утром в четверг. Вместе с ней они задержали находившуюся в том же доме 25-летнюю женщину, которую подозревают в укрывательстве осужденной за терроризм. На протяжении нескольких лет Панайота или Пола Рупа вместе со своим партнером Никосом Мазиотисом возглавляла ныне распущенную греческую леворадикальную группировку «Революционная борьба». Эта группировка взяла на себя ответственность за обстрел в 2007 году из гранатомета американского посольства в Афинах. В результате атаки тогда никто не пострадал. За информацию о местонахождении Рупы и Мазиотиса власти предлагали $1 000 000.
Ну что ж, у меня к этому часу пока все. Роман, пожалуйста, тебе слово. Спасибо, Игорь. Главная политическая тема дня в США сегодня – киберугрозы Америки и хакерские атаки накануне выборов, в которых официально обвиняют российских компьютерных взломщиков. В Сенатском комитете по делам вооруженных сил, председателем которого является Джон Маккейн, утром заслушали директора национальной разведки Джеймса Клэппера и главу киберкомандования Пентагона Майкла Роджерса. За слушаниями наблюдала моя коллега Наташа Мозговая. Она выходит в прямой эфир из Сената. Наташа, приветствую. Как сенаторы и представители разведслужб комментировали заявление Дональда Трампа, который сомневается в российском следе? Здравствуй, Рома. Джеймс Клэппер сказал, что есть, в принципе, большая разница между просто критикой и пренебрежительным отношением к выводам работы 17 разведведомств США. То есть, естественно, главным вопросом, понятно было, что на этих слушаниях до того, как президент Барак Обама и избранный президент Дональд Трамп получили полный доклад разведведомств, понятно было, что открыто, можно сказать, будет немного нового, но, естественно, был вопрос о том, насколько далеко на этих слушаниях готовы будут пойти сенаторы-республиканцы против Дональда Трампа, то есть против избранного президента. И ответ на этот вопрос мы, на самом деле, получили в самом начале выступления Джона Маккейна, который сказал, что целью этих слушаний, которые, на самом деле, будут продолжаться несколько месяцев, не является подвергать сомнениям результаты выборов, то есть избрание Дональда Трампа президентом. Давай послушаем. I look forward to your questions. And finally, on one personal note, I apologize to all of you. I have an ongoing back issue. And if I have to stand up in the course of this time period, please don't take that as a sign. Цель сегодняшнего заседания впервые в составе нового Конгресса обратить внимание на беспрецедентное нападение на нашу демократию. Под руководством Клэппера будет произведено полномасштабное расследование вмешательства России в наши недавние выборы. Целью этого расследования будет также являться информирование американского народа о том, что произошло. Ясно одно. Наши враги пришли к заключению, что выгода от нападения на Америку перевешивает риски. Долгие годы ответом на кибератаки на нашу страну была нерешительность, бездействие. У нашей страны нет четкой политики и выработанной стратегии относительно сдерживания кибератак. Наши враги пользовались этой внешней слабостью и нападали на нас снова и снова. До тех пор, пока мы не покажем, что риски нападения на США сильно превышают потенциальную выгоду от подобных нападений, кибератаки будут продолжаться. Вторым вопросом, который был задан сегодня, готовы ли представители разведсообществ согласиться с Джоном Маккейном в его оценке того, что вмешательство России в избирательный процесс США можно назвать актом войны, актом агрессии. Они, на самом деле, вернули этот вопрос политикам, сказав, что это должны решать политики. Ну, естественно, еще один вопрос, который возникал, возложат ли прямую ответственность в ходе этих слушаний на президента России Владимира Путина. И будут ли говорить о его причастности к этим кибератакам? Вы сказали, что это было одобрено на высочайшем уровне в правительстве России. Это так? Да, мы так сказали. Хорошо, а кто находится на самом верху в правительстве? На самом верху находится президент Путин. Как вы считаете, много ли происходит в России без его ведома? Совсем немного. Да, я тоже так считаю. Совершенно точно. Политически важные решения, которые могут повлиять на отношения с другими странами. Дамы и господа, пора начать относиться к этому всерьез. Мне бы хотелось, чтобы нас с вами сегодня здесь не было. Если бы это зависело от меня, мы бы все жили в мире. Но Путин не задумал ничего хорошего, и его нужно остановить. И, господин избранный президент, когда вы будете слушать этих людей, вы можете относиться к их словам скептически, но не забывайте, что они лучшие среди нас, и они стараются нас защитить. Всем спасибо. Рома, естественно, серьезной проблемой на этих слушаниях была конфиденциальность информации. То есть один из сенаторов, Ангус Кинг из штата Мэн, например, попросил представителя разведведомств предоставить настолько убедительную информацию, чтобы у его избирателей больше не возникало никаких вопросов по этому поводу, чтобы никто больше не сомневался в том, что действительно Россия причастна к кибератакам. На что Джеймс Клэппер, глава национальной разведки, ответил, что если такая информация действительно будет предоставлена, то миллиарды, которые США вложили в возможность получать подобную информацию, они будут потеряны, и можно будет распрощаться с возможностью каким-либо образом получать эту информацию в будущем. Наташа, я правильно понимаю, что все-таки вот этих самых новых доказательств публике на этих слушаниях представлено не было?
Не было, поскольку президент и избранный президент еще не получили этот доклад. Некая более, ну скажем, выхолощенная версия этого доклада будет представлена публике в начале недели. Сегодня этот доклад получает президент Обама, завтра этот доклад получает избранный президент Дональд Трамп. И надо заметить, Ром, мне кажется, это важно, прозвучал также вопрос о том, каким должен быть ответ на кибератаки. И представители разведсообщества, ну, например, Джеймс Клэппер, они сказали, что ответ не обязательно должен быть пропорциональным. То есть они предостерегли от кибератак в ответ на кибератаки, заявив, что подобный ответ может привести к совершенно непредсказуемым последствиям. Да, Наташа, спасибо. Наташа Мозговая наблюдала сегодня за слушаниями в Комитете по делам армии в Сенате, посвященном хакерским атакам против Соединенных Штатов. Дональд Трамп пока никак не прокомментировал состоявшееся в Сенате слушание, зато стало известно, что избранный президент вместе со своими советниками обсуждает план реструктуризации и сокращения штата главного разведывательного ведомства США ЦРУ. Кроме того, в последние часы он немало написал про Обама-Кир и позволил себе личный выпад в адрес демократов в Конгрессе, назвав одного из сенаторов клоуном. Все подробности у Андрея Деркача. Андрей. Спасибо, Рома. Дональд Трамп не верит спецслужбам и намерен их реформировать. Об этом сообщает сегодня Wall Street Journal. Источники издания утверждают, что первым делом перестройка коснется аппарата директора национальной разведки, который является координатором всех 16 американских разведывательных агентств. По мнению Трампа, этот орган стал раздутым и политизированным. Перемены затронут и ЦРУ, штат которого будет серьезно сокращен. Команда Трампа придерживается той точки зрения, что спецслужбы стали полностью политизированными. Их надо сокращать. Основное внимание будет сосредоточено на реорганизации агентства, на том, как они взаимодействуют. К спецслужбам у Трампа много претензий, их он высказывает в основном в своем твиттере, где собралась уже целая коллекция на тему российских хакерских атак. По подсчетам Wall Street Journal, за последние месяцы Трамп посвятил этой теме 11 сообщений. Кстати, в своих сегодняшних твитах Трамп утверждает, что пресса пытается выставить его противником спецслужб, в то время как он на самом деле их большой поклонник. Не менее принципиальная для избранного президента тема Обама-Кэр. Только за вчерашний день и сегодняшнее утро Трамп написал 6 эмоциональных твитов, посвященных отмене реформы здравоохранения. Команда Трампа придерживается той точки зрения, что спецслужбы стали полностью политизированными. Их надо сокращать. Основное внимание будет сосредоточено на реорганизации агентства, на том, как они взаимодействуют. Демократы, кстати, тоже читают твиттер Трампа. Берни Сандерс вчера даже принес в Сенат огромный плакат с напечатанным на нем твитом избранного президента. Само сообщение датируется мартом 2015 года. В нем Трамп обещает не урезать программы медицинского страхования Medicare и Medicaid, а также программу социального страхования. В своем выступлении Сандерс публично попросил Трампа либо сдержать свое обещание, либо признаться во лжи. Фотография со слушанием мгновенно стала мемом и разлетелась по сети в различных юмористических вариациях. Читают твиттер Трампа и в далеком Китае, и, видимо, правительству КНР надоело это делать, потому оно попросило избранного президента США прекратить использовать твиттер в вопросах дипломатии. Соответствующее сообщение было опубликовано главным информационным агентством Китая Синьхуа. Здравый смысл здесь в том, что международная политика – это не детская забава, а еще в меньшей степени заключение бизнес-сделки. Написание твитов стало привычкой мистера Трампа. Жесткие комментарии и затрагивание больных тем, возможно, станет фишкой в переговорах с другими государствами. Раздраженность Китая объясняется высказыванием Трампа в Твиттере, которое он сделал в понедельник и в котором обвинил Китай в игнорировании северокорейской проблемы. Между тем, Bloomberg сообщает, что организация Трампа прекращает строительство Трамп-Тауэр в Батуми с целью избежать конфликта интересов при будущих контактах с грузинской стороной. Договор о строительстве был заключен еще в 2012 году с тогда еще президентом Михаилом Саакашвили. Проект оценивался в $250 миллионов. Отметим, что в прошлом месяце Trump Organization вышла из подобных проектов в Бразилии и Азербайджане. Роман, у меня все. Спасибо, Андрей. И, кстати, Дональду Трампу в предстоящей неделе надо будет убедить Сенат проголосовать за его назначенцев. Будущий президент выбрал для работы в правительстве рекордное число генералов и представителей деловых кругов, обладающих миллиардными состояниями. Трамп неоднократно объяснял такое решение тем, что титаны бизнеса принесут Америке больше пользы, чем карьерные чиновники и политики. Вот только многие в Конгрессе с этим не согласны. В предполагаемый ближний круг Дональда Трампа войдут по крайней мере 3 генерала, один из которых Джеймс Мэттис возглавит Пентагон. Мэттис не новичок на Капитолийском холме.
Мы демонстрируем бесспорное лидерство или мы демонстрируем бессилие? Трамп также хочет назначить на ведущие посты 5 инвесторов-миллиардеров. Среди них глава ExxonMobil Рекс Тиллерсон, выдвигаемый на должность госсекретаря. Рекс будет энергичным защитником интересов Америки во всем мире. Но, будучи одним из лидеров нефтяной отрасли, Тиллерсон избегал работы по защите общественных интересов. Касается ли дела России, Йемена, Ближнего Востока или чего-то еще, я не представляю интересы правительства США. Я здесь не для того, чтобы защищать их или критиковать их. Я этим не занимаюсь. Я бизнесмен. Меня беспокоит количество генералов и миллиардеров среди кандидатов Дональда Трампа на посты в кабинете. Демократ Крис Кунс, член Комитета Сената по международным отношениям. Дональд Трамп будет первым президентом в истории нашей страны, у которого нет опыта государственной службы, на выборной должности или в вооруженных силах. Ему нужно окружить себя людьми, которые понимают сильные стороны американской гражданской службы. В 1961 году президент США Дуайт Эйзенхауэр выступил с предостережением по поводу тех самых сил, которые будут заметно представлены в администрации Трампа. Нам нужно остерегаться неоправданного влияния, искомого или непрошенного, со стороны военно-промышленного комплекса. Трамп говорит, что любые опасения здесь напрасны. Мы в процессе формирования одного из великих кабинетов, кабинета с самым высоким IQ. Республиканские законодатели в основном поддерживают кандидатов Трампа. Думаю, генерал Мэттис — это отличный выбор на должность министра обороны. Я верю, что президент соберет хорошую команду в области национальной безопасности во всех ее аспектах. Это корпоративистский Белый дом. Мы избрали главу корпорации. Аналитик Джон Хьюдак не видит чего-то неожиданного в кандидатах Трампа, но предупреждает о возможных подводных камнях. Обычно, когда генералы хотят чего-то добиться, они этого добиваются. Если глава компании чего-то хочет, он этого добивается. Но в случае с американской бюрократией так получается не всегда. Его кандидаты очень скоро обнаружат, насколько отличается жизнь в Вашингтоне от жизни, которую они вели до этого. У демократов в Сенате не хватит голосов, чтобы самостоятельно заблокировать выдвиженцев Трампа. Тем не менее, они требуют от них предоставления полной финансовой информации, включая налоговые декларации, которую пока не обнародовал сам избранный президент. Уходящий президент Барак Обама призвал американских военных обеспечить беспрепятственную передачу контроля над вооруженными силами Дональду Трампу и его команде. Это заявление президент сделал на встрече с членами военного руководства страны. По словам Обамы, важно сделать все возможное, цитата, чтобы следующий президент получил пользу от столь же замечательных рекомендаций и услуг, которые сидящие за этим столом люди оказывали мне. Конец цитаты. Стоит напомнить, что Барак Обама пришел к власти под лозунгами окончания войн, начатых его предшественником, и возвращения американских солдат домой. Сдержать удалось не все обещания. Военные итоги президентства Барака Обамы подводит Александр Григорьев. Президент США также и верховный главнокомандующий. В 20 веке два крупнейших министерства Соединенных Штатов – Министерство обороны и Министерство по делам ветеранов. США обладает одним из крупнейших ядерных арсеналов и продолжает играть роль мирового полицейского, что подразумевает наличие войск. В последние 2 десятилетия военный бюджет США самый большой в мире. Придя к власти в 2009 году, президент Барак Обама унаследовал 3 войны – в Ираке, Афганистане и с глобальным терроризмом. Он обещал успешно завершить конфликты в Ираке и Афганистане, добиться решающих успехов в борьбе с Аль-Каидой, улучшить состояние вооруженных сил и благосостояние военнослужащих. Вероятно, никогда в американской истории столь мало людей защищали столь многих. Обама декларировал, что намерен навести порядок в расходовании средств на оборону, сократить ядерные вооружения в тандеме с Россией и поддерживать вооруженные силы страны на уровне требований 21 века. Поздравляя американцев с 2017 годом, Обама сказал, что за 8 лет его президентства достигнут колоссальный прогресс. Мы вернули домой 165 тысяч солдат из Ирака и Афганистана и уничтожили Усаму бен Ладена. Отношения Обамы и военных всегда складывались непросто. Президента обвиняли в том, что он недостаточно заботился об укреплении военной мощи США и благосостоянии военных. По мнению республиканских критиков, Обама жертвовал интересами людей в форме во имя финансирования сомнительных программ, например, в области борьбы с глобальным изменением климата. Из-за этого военная техника не содержится в нормальном состоянии и устаревает. Критики негативно оценивали некоторые политические решения Обамы, которые, по их мнению, плохо отражались на состоянии вооруженных сил. Например, разрешение женщинам служить в боевых частях на линии огня и снятие запрета
декрета на военную службу для трансгендеров. Исследование независимого института Каттона показало, что в президентство Обамы США тратили на военные нужды де-факто больше, чем в президентство Джорджа Буша-младшего. Однако, по мнению экспертов консервативного фонда наследия, состояние вооруженных сил США оставляет желать много лучшего, а армия, сухопутные войска вообще слаба и не в состоянии эффективно противостоять внешним угрозам. Схожего мнения, по данным службы Гэллоп, придерживается и большинство американцев. Они считают, что вооруженные силы недостаточно финансируются и недостаточно сильны. Эти опросы стоит воспринимать серьезно. Исторически американские избиратели испытывают намного больше доверия к военным, чем к президенту, Конгрессу, религиозным институтам и средствам массовой информации. Согласно исследованиям, которые регулярно проводят среди людей в форме газета Military Times, рейтинг Обамы среди военных никогда не был особенно высоким. В 2014 году он достиг абсолютного минимума. Только 15% военнослужащих одобряли его политику. Столь низкого результата не демонстрировал ни один предшественник Обамы в Белом доме. Опрос, проведенный в преддверии президентских выборов, показал, что республиканца Дональда Трампа поддерживают втрое больше военнослужащих, чем демократы и продолжательницу дела Обамы Хиллари Клинтон. Впрочем, в последние десятилетия военные традиционно больше доверяют президентам-республиканцам, чем президентам-демократам. Теперь от политики к экономике. Сегодня компания Tesla, принадлежащая миллиардеру Илону Маску и производящая, наверное, самые популярные в США и, возможно, самые известные в мире электромобили, сообщила о начале работы другого амбициозного проекта завода по производству аккумуляторов энергии Gigafactory. Подробнее об этом расскажут наши коллеги в экономическом проекте «Время, деньги». Его ведущий Борис Кольцов присоединяется ко мне в прямом эфире из Нью-Йоркской студии. Борис, приветствую. Давай напомним все-таки нашим зрителям, в чем особенность этого проекта, ведь мало ли в мире заводов по производству аккумуляторов. Рома, привет. Ну, на мой взгляд, главная особенность этого завода в том, что он открывает нам дорогу в совершенно другие взаимоотношения человечества с источниками энергии, потому что первое, что сейчас начинает выпускать серийно Маск на этом заводе, это так называемые настенные накопители, батареи, которые помогут аккумулировать энергию, например, от солнечных батарей и использовать ее тогда, когда в доме необходим дополнительный свет вечером, либо используются какие-то приборы домашние, как стиральные машины и так далее. И это совершенно другая идеология взаимоотношения с источниками энергии. То есть Маск, пускай и не так громко, но делает, на мой взгляд, здесь революцию. И еще один важный шаг в освоении этого завода, который пока начинает работать на треть своей мощности, это подготовка к выпуску бюджетной модели Tesla 3, которая будет примерно в 2 раза дешевле самые доступные сейчас модели S, и, соответственно, рынок электромобилей значительно расширится уже начиная с конца этого года, если все будет по плану Илона Маска. Ну и последнее, что могу добавить, это то, что все это происходит в тренде, который задает Трамп, то есть создание новых рабочих мест в Америке. Уже сейчас их будет создано около 3000, а на полной мощности завод будет обеспечивать примерно 6500 сотрудников работой. Ну, впрочем, оговоримся, этот проект был все-таки начат несколько лет назад, когда Дональд Трамп еще даже не баллотировался в президенты. Борис, спасибо. Итак, в середине часа, через 7 минут, новости экономики и данные с бирж в проекте «Время, деньги» из Нью-Йорка. Ну и раз уж мы заговорили об инновациях, внимание всех фанатов современных гаджетов, компьютеров, телевизоров, умных автомобилей и прочих девайсов, гаджетов и новых технологий приковано к Лас-Вегасу. Социальные сети и сайты об инновациях полны постами и статьями с хэштегом CES 2017. Собственно, CES – это крупнейшая выставка потребительской электроники, главная витрина, через которую мы можем заглянуть в ближайшее технологическое будущее. На зависть всей нашей команде здесь, в Вашингтоне, корреспондент «Настоящего времени Америки» Александр Яневский уже в этом самом будущем и даже начал его тестировать. Саша, приветствую. Вот сразу видно, довольное лицо, уже что-то попробовал. Рассказывай, что там интересного. Рома, приветствую. Я сейчас нахожусь в Лас-Вегасе, как ты уже сказал, на выставке потребительской электроники. Она настолько огромна, что расположилась сразу в 3 разных центрах. И я нахожусь в одном из них. Здесь представлены инновации, разные гаджеты, виртуальная реальность. Видел даже роботы и то, что связано с здравоохранением. Хочу сказать, что на данной выставке стоит ожидать того, что будут представлены телевизоры
HDR и 4K. Эксперты считают, что, в принципе, гвоздем этой выставки, куда я отправлюсь чуть-чуть попозже в другой павильон, машины станут гвоздем этой выставки. Это связано с тем, что если раньше можно было удивить человека о том, что машина может сама передвигаться, то сейчас это уже не в диковинку. Основная проблема – это в том, что машины сейчас очень активно между собой общаются посредством интернета. И с этим связано то, что автопроизводители ищут новое железо, так сказать, которое будет позволять, и софт, который будет позволять этим машинам более активно между собой общаться. Потому что как же машина будет ездить без человека и без софта? Еще одной новинкой, можно сказать, являются дроны. Сейчас дронами особо ничем не удивишь, поскольку на рынке присутствует такой один из главных игроков, это компания DJI. Потребителя можно заинтересовать, к примеру, дроном, который может самостоятельно делать селфи. Ну и, безусловно, небольшой ценой. Не стоит также забывать о том, что на этой выставке будут представлены и компьютеры, как это ни странно. Ведь огромное количество людей играет в сетевые игры типа Battlefield, бегают, убивают разных зомби. Для этого также нужны очень мощные компьютеры 2 в 1. Еще одна новинка, которая уделено порядка 4 рядов, то, что я увидел, это так называемая виртуальная и дополнительная реальность. Сейчас все уходит в виртуальную и дополнительную реальность. Это означает, что люди интересуются тем, что мы можем видеть в виртуальной реальности. Ну и напоследок хочу сказать о том, что на этой юбилейной выставке 50-й присутствует украинский павильон, где 8 компаний украинских, новаторских. Я на меди записал с ними интервью, и вот что они мне рассказали. Новейшие гаджеты, софт, энергосберегающие технологии, виртуальная реальность, дроны и многое другое в 3 павильонах юбилейной выставки потребительской электроники. Впервые в этом году свои разработки продемонстрируют и 8 компаний из Украины. В начале осени мы проводили отбор по всей Украине, выбирали лучшие IT-интернет-стартапы. Было очень много желающих, отобрали 16. Мы выбирали стартапы, которые имеют какие-то гаджеты, которые подключаются к интернету, скажем так, если говорить простым языком. Иван Посечнюк несколько лет разрабатывал сенсор, который позволяет отслеживать использование электроэнергии бытовыми приборами. Его разработки заинтересовали инвесторов из Великобритании. Мы привезли сюда систему энергомониторинга, но не простую, а умную, которая может не только показывать, сколько электроэнергии мы производим, сколько потребляем, но и какие именно устройства потребляют эту электроэнергию. Мы смогли создать алгоритмы, которые могут из общего потока электроэнергии выделить устройство. Ну и дальше на мобильном приложении мы уже показываем всю информацию пользователям. Андрей Колодюк более 10 лет успешно занимается инвестированием в украинский IT-бизнес. По его словам, на выставке стартапы представляют не идеи и прототипы, а готовую продукцию. Именно это и является залогом получения инвестиций в будущем. Наша цель – продвигать стартапы из Украины, потому что рынок, он же глобальный, да, то есть сегодня, когда IT, локального рынка нету, соответственно, им очень важно будет презентовать свой продукт, получить на него обратную связь, продать. Эксперты отмечают, что выставка потребительской электроники остается самым важным событием в мире IT-индустрии на протяжении нескольких десятилетий, поскольку задает тон развитию в сфере высоких технологий. Рома, я планирую пойти окунуться в виртуальную реальность и посмотреть, чем еще порадует потребителей сегодняшняя выставка. Саша, спасибо. У меня ощущение, что ты вот специально издеваешься надо мной и над нашим зрителем. Вот в Фейсбуке, например, люди пишут, что завидуют тебе белой завистью. Ладно, спасибо. Будем ждать материалов завтра, а также на наших страницах в Фейсбуке. Там будут специальные трансляции лайв от Александра Яневского. Ну а сейчас короткие новости от Игоря Тихоненко. Спасибо, Роман. Спецслужбы США завершили расследование о вмешательстве российских хакеров в американскую предвыборную кампанию. С докладом в ближайшие часы ознакомится президент Обама. Завтра его представят избранному главе государства Дональду Трампу, а в понедельник – общественности.
Россия передавала сайту Wikileaks похищенные данные об американской политической системе через посредников. Об этом со ссылкой на источники в разведывательном сообществе США сообщает агентство Рейтер. И власти Греции сообщили о задержании Полы Рупы, заочно осужденной за участие в террористической организации и причастности к целому ряду преступлений, в том числе к обстрелу американского посольства в Афинах в 2007 году. Ну что ж, у меня на сегодня все. Роман. Спасибо, Игорь. Это были новости от Игоря Тихоненко. Прямо сейчас новости с бирж в проекте «Время – деньги». Здравствуйте. Наш информационный час продолжают новости экономики и бизнеса из финансовой столицы мира. Это «Время – деньги». Я Борис Кольцов. Коротко о главном. Смешанная динамика на мировых рынках. Как ослабление доллара повлияло на биржевые индексы. Macy's сокращает тысячи рабочих мест и закрывает более 50 магазинов. И в какое будущее ведет нас компания Tesla? После вчерашней публикации протокола декабрьского заседания Комитета по открытым рынкам Федрезерва США доллар устремился вниз, вызвав реакцию на всех мировых рынках. Главный вывод аналитиков – Федеральная резервная система предупредила рынки о неопределенности, которую создает для экономики США налоговая и бюджетная политика избранного президента Дональда Трампа. Хотя в протоколе нет ни слова о Трампе, в нем отмечается, что изменения прогнозов по денежно-кредитной политике США учитывают ожидания более экспансионистской налогово-бюджетной политики в период после выборов. Если коротко, то, по мнению аналитиков, ФРС слишком сильно рассчитывает на успех экономического курса Дональда Трампа. И именно этим объясняется серьезное ослабление американского доллара, который впервые после выборов отошел от рекордных позиций. В результате японский индекс Никкей закрылся сегодня в минусе в связи с ростом курса иены к доллару, поскольку это неблагоприятно сказывается на японских компаниях-экспортерах. Китай и Гонконг, напротив, ушли в плюс, причем индекс Хан Сенг подскочил почти на 1,5%. Европейские биржевые индексы балансировали сегодня у нулевой отметки и к концу торгового дня вышли в небольшой плюс. Американский рынок открылся умеренным ростом. Перспективы как американского, так и глобального рынка обсудим сейчас с профессором Марко Сориано. Марко, привет, спасибо, что пришел. Скажи, пожалуйста, что ждать в 2017 году с точки зрения развития глобальной экономики и также, что будет происходить в Америке? Спасибо, что пригласили. Глобальная экономика сейчас находится на 6-м году стагнации, и в 2017 году эта тенденция может продолжиться. Стабилизация в ценах на энергию и сырье, которую мы прогнозируем, может помочь странам, богатым природными ресурсами, в этом году. Но среднесрочный тренд будет обусловлен слабым ростом ключевых показателей, таких как капитал и трудовые ресурсы. Умеренные положительные сигналы базового сценария развития указывают на рост качественных факторов, таких как более современные технологии, повышение уровня квалификации персонала и производительности труда. Но вышеперечисленные позитивные факторы сейчас находятся под угрозой из-за нарастающей неопределенности в политической и экономической сферах по всему миру. Риски еще более усиливаются из-за того, что корпорации и правительства используют «подождем, увидим» подход. Председателям бизнеса надо быть готовым к нарастающим угрозам, исходящим со стороны геополитической неопределенности, волатильности на финансовых рынках и новых технологий. Но особенно во времена стагнации. Им надо сфокусироваться на использовании качественных источников роста, таких как инвестиции в новые технологии и увеличение производительности труда. Спасибо. Следующий вопрос про Европу. Насколько, на твой взгляд, сейчас стабильной выглядит итальянская банковская система? Худшее уже позади, либо все-таки у нас еще впереди достаточно серьезные события в этой сфере? Ситуация с итальянскими банками, безусловно, сейчас у всех на устах. Тот факт, что итальянцы проголосовали против премьер-министра, предложившего реформы в Конституции, еще больше сказывается на негативной ситуации с банками.
Несколько банков сейчас пытаются привлечь новые инвестиции для того, чтобы укрепить свое финансовое положение. Внимание сейчас сфокусировано на Монте-де-Пасchi, который является третьим по величине банком в Италии и старейшим банком в мире. Ситуация там самая тревожная. Итальянский банковский сектор является сейчас одним из самых главных проблем в еврозоне. Банки имеют на балансе очень много плохих долгов, которые, скорее всего, уже не будут полностью погашены. До настоящего момента недавние события умеренно повлияли на способность итальянского правительства привлекать кредиты. Процентная ставка для них находилась на уровне 2% годовых для займов сроком на 10 лет. 5 лет назад, когда ситуация была хуже, ставка составляла 7%. Если ситуация будет ухудшаться, ЕЦБ может помочь, хотя объемы помощи, конечно, ограничены. Путем увеличения размера выкупа итальянских государственных облигаций или долга в рамках программы количественного смягчения. Но пока помощь им вроде как не нужна, потому что прогноз по финансовому положению итальянского правительства не самый плохой. Спасибо. И последний вопрос касается опять Америки. У нас остаются считанные недели до вступления Дональда Трампа в должность президента. И, вероятнее всего, одним из первых шагов его будет это выход из транс-тихоокеанского партнерства. Какие последствия этот шаг может иметь для экономики Японии? Это интересно. Вместе с Японией транстихоокеанское партнерство — это соглашение о свободной торговле между 12 странами, в том числе и Австралией. США — это не единственный игрок. Премьер-министр Японии Шинзо Абе действительно сказал, что без США смысла в ТТП нет. Вопрос о том, смогут ли остальные 11 стран продолжить работать в партнерстве без США, сейчас это, можно сказать, главный вопрос на повестке дня. Мое личное мнение — это возможно. Партнерство между 11 странами обеспечит стабильность в регионе. Будет ли США частью партнерства, покажет время. Не надо забывать, что Япония также весьма заинтересована в продолжении торговых отношений с США. Торговая сеть Macy's заявила о намерении сократить 6200 сотрудников из числа менеджеров и юристов. Еще около 4000 работников Macy's потеряют работу после закрытия 68 магазинов. 3 из них уже прекратили свою деятельность. Свое решение крупнейший американский ритейлер объясняет тем, что большинство покупателей переходят на онлайн-шоппинг. В руководстве компании говорят, что они закрывают те торговые точки, продажа в которых за последнее время сильно снизилась. Сразу после сообщений о планах по сокращению стоимость акций Macy's упала почти на 9%, а к моменту открытия торгов в Америке общее падение цены акций составило 12%. В течение дня на больших объемах продаж стоимость акций снизилась до 14%. Начало прошлого года запомнилось штормом на финансовых рынках, пришедшим из Китая. Насколько ситуация в Поднебесной с тех пор улучшилась и стоит ли с опаской оглядываться на восток в 2017-м, в комментарии одного из наших постоянных экспертов Джона О'Шеа. В 2017 году Китай столкнется с теми же проблемами, которые им пришлось решать в 2016 году, и это станет для них серьезным испытанием. Бегство капитала страны продолжится в начале года, отток может увеличиться, потому что граждане смогут использовать новую квоту для того, чтобы выводить денежные средства из страны. Что касается экономики, правительство продолжит использовать пакеты стимулов, которые оказывают лишь краткосрочный эффект, потому что развитие инфраструктуры ведется не лучшим образом. Китайцы строят города-призраки и мосты, которые ведут в никуда. Республика Беларусь сегодня сообщила о решении поднять на 2 месяца тарифы на услуги по транспортировке российской нефти по магистральным трубопроводам, расположенным на территории страны. В соответствии с постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли, новые тарифы будут действовать с 1 февраля по 31 марта текущего года. Намеченное повышение нельзя назвать значительным. В среднем в различных трубопроводах цена транспортировки повышается от 10 до 20 российских рублей за тонну нефти.
Это явно меньше заявленной еще в ноябре прошлого года цели поднять тарифы на 20,5%. Вообще дискуссия между руководством Республики Беларусь и Российской Федерации продолжалась на протяжении всей минувшей осени. Минск увязывал вопрос о тарифах с восстановлением прежних объемов поставок нефти белорусской стороне, сокращенных с начала прошлого года, и с ценой на газ, получаемый из России. В итоге решение спорных вопросов было перенесено на 2017. Москва настаивает на том, что Беларусь не должна повышать тарифы более чем на 5,5%. Белорусские официальные лица продолжают придерживаться цифры 20,5%. Таким образом, нынешнее повышение тарифов выглядит как дополнительный аргумент Минска в затянувшейся дискуссии с восточным соседом. Принадлежащий издательской группе Financial Times британский журнал «Банкир» назвал Эльвиру Набиуллину лучшим председателем Центробанка 2016 года в Европе. Он считает успешной ее работу в условиях экономического кризиса. По мнению издания, главе ЦБ России приходилось маневрировать в условиях экономического кризиса, на который наложилась девальвация рубля и проблемы в банковском секторе. Одним из главных достижений Набиуллиной журнал называет снижение инфляции ниже 6%. Это рекорд для современной России. По данным Международного валютного фонда, данный показатель с 1992 года никогда не падал ниже 6,1%. Еще одна заслуга председателя главного регулятора России – оздоровление банковского сектора. С 2014 года были отозваны лицензии более чем у 300 банков, что составляет около 30% от всех кредитных организаций в России. Кроме того, банкир обращает внимание на совместные с Минфином усилия Банка России по разработке концепции новой пенсионной системы. Тем временем новатор Илон Маск помогает нам сделать очередной шаг в будущее, не забывая при этом и о финансовой выгоде, рассказывает Ольга Логинова. В компании Tesla накануне заявили о запуске серийного производства литий-ионных батарей на гигафабрике в окрестностях Рино, штат Невада. Цилиндрические ячейки 2170, которые будут использоваться для батарей накопления энергии, а также подзарядки новой модели автомобиля Модель 3, были разработаны совместно инженерами Tesla и японской корпорации Panasonic, передает Рейтер. Изначально на гигафабрике будут производиться ячейки для подзарядки блоков накопления Powerwall 2 и Powerpack 2. Производство батарей для автомобиля Модель 3 начнется во втором квартале этого года. Название «Гигафабрика» происходит от величины гига – миллиард. Согласно плану компании, к 2018 году Tesla планирует ежегодно выпускать 35 гигаватт-часов литий-ионных элементов питания. Это, по данным компании, почти столько же, сколько делают остальные производители батарей всего мира вместе взятые. Также цена батарей должна упасть на 30%. Надо отметить, что выпуск батарей на территории США – это довольно смелый шаг. В настоящее время большинство литий-ионных батарей производится за пределами страны – в Китае, Японии и Южной Корее. Пока гигафабрика построена только на треть, производственные мощности будут увеличиваться постепенно. Сейчас на заводе работают почти 3000 человек, а при выходе на полную мощность Tesla планирует создать на гигафабрике 6500 рабочих мест. Также компания создаст дополнительно до 30 тысяч рабочих мест в соседних регионах. Надо сказать, что имидж Теслы как исключительно американского производителя растет, особенно после того, как избранный президент Дональд Трамп обрушился с критикой предприятий, вывозящих производство за границу штатов. По результатам нового исследования, проведенного фондом «Резолюция» в Великобритании, даже на момент начала трудовой деятельности женщины в возрасте 20 с небольшим лет получают на 5% меньше, чем мужчины, занимающие аналогичные должности, передает CNN Money. А это значит, что женщины подвергаются дискриминации еще до того, как они создают семьи и уделяют больше времени уходу за детьми. Причин для неравенства несколько, но одну из них, разницу в образовании, в наше время можно полностью исключить, комментирует результаты доклада директор Института фискальных исследований Роберт Джойс. Согласно статистике, уровень образования молодых женщин в среднем выше, чем у молодых мужчин. Хорошей новостью можно считать и то, что разрыв в зарплате постепенно снижается. Женщины, рожденные до 1981 года,
получали на 9% меньше, чем мужчины. 20-летние женщины из поколения миллениумов получают лишь на 5% меньше. Есть вероятность, что зарплаты женщин стали повышаться после того, как они научились настаивать на своих правах и говорить о ценности своего вклада в работу. Однако маленькие шаги в сторону уменьшения разрыва в размере зарплат между мужчинами и женщинами не исключают негативную тенденцию. На протяжении всей карьеры женщины все равно получают меньше мужчин. Лора Гардинер, одна из исследователей фонда «Резолюция», уверена, что маленькая разница в оплате за час ведет к огромному финансовому разрыву к концу карьеры. Также не стоит забывать, что женщины повсеместно несут так называемое финансовое наказание за решение иметь детей. Например, по данным недавнего исследования Университета Массачусетса, в среднем американские женщины теряют 4% в зарплате после рождения каждого ребенка. Это все на сегодня. Завтра продолжу в это же время. До встречи. Это «Настоящее время Америка». Мы благодарим коллег в Нью-Йорке и продолжаем наш эфир из Вашингтона. В студии для вас по-прежнему я, Роман Мамонов. Еще одно серьезное исследование опровергает теорию о замедлении темпов глобального потепления за последние 15 лет. Авторы научного доклада, опубликованного в журнале Science Advances, настаивают, что последние 2 десятилетия оптимистичные сторонники упомянутой теории в ходе исследований недооценивали роль темпов изменения средней температуры воды в Мировом океане. Эти темпы, по мнению ученых, были занижены в 2 раза. Таким образом, подтверждаются выводы Американского национального управления океанических и атмосферных явлений, опубликованные в прошлом году. Теперь уже в распоряжение ученых поступила новая база данных о повышении уровня Мирового океана. Благодаря спутниковым снимкам климатологи могут детально исследовать скорость и объемы движения ледяных масс практически в режиме реального времени. Новая база данных позволяет ученым лучше понять объемы и скорость движения ледяных масс на всей планете. Тая, они постепенно повышают уровень Мирового океана. При финансовой поддержке НАСА в проекте под названием Go Live принимают участие ученые Аэрокосмического агентства США и университетов Аляски и Колорадо. Арктические ледники реагируют довольно интересным способом. Процесс их таяния не просто ускоряется или замедляется, у некоторых из них сезонный цикл. У других внезапный всплеск таяния после нескольких лет медленного накопления воды в нижней части. А потом они вдруг начинают стекать в долины гораздо быстрее. Проект использует снимки и данные, полученные со спутника Landsat, собирающего фотографии всей поверхности Земли каждые 16 дней. Теперь климатологи могут сравнить любые детальные снимки мировых ледников и ледяного покрова Арктики и Антарктики. Мы смогли отследить движение льда во всем мире, сравнивая фотографии до и после. Это открывает возможность для нового, более детального понимания этого сложного процесса на Земле, выявления мест, которые меняются быстрее других, и того, какие именно последствия становятся результатом процесса таяния. Для создания карты ледников команда Go Live разработала программное обеспечение, которое отслеживает малейшие изменения в текстуре поверхности Земли, например, появление холмов или дюнообразных следов по мере движения ледников к океану. Старческое слабоумие, деменция – один из самых распространенных в мире. Ожидается, что к 2050 году число страдающих от этого недуга увеличится с 44 до 135 миллионов человек. И не только потому, что человечество стареет. Виной тому еще и загрязненный воздух, так как, по крайней мере, утверждают канадские исследователи. Можно ли противостоять этому недугу в нашем следующем сюжете? Исследователи обнаружили, что то, что хорошо для сердца, хорошо и для мозга. В данном случае речь идет о физической активности и здоровом питании. Благодаря им кровь активно поступает в мозг, а хороший приток, в свою очередь, поддерживает функционирование этого органа и защищает от риска развития деменции. Деменция характеризуется ухудшением памяти и других когнитивных функций, речи, способности планировать и организовывать свой день. Доктор Ланга возглавил исследование по оценке риска развития деменции среди более 20 тысяч пожилых американцев. Мы обнаружили, что распространение деменции значительно сократилось в период с 2000 по 2012 год, с 11,5% до порядка 9%.
Доктор Ланга связывает это с появлением более эффективных методов лечения высокого кровяного давления, диабета и ожирения, которые позволили улучшить работу сердечно-сосудистой системы и снизить статистику инфарктов. Он также отмечает роль образования. Ряд исследований показал наличие связи между высоким уровнем образования и снижением риска деменции. За последние 2 десятилетия американцы стали больше учиться. Это указывает на то, что сегодняшний 75-летний человек менее подвержен риску деменции, чем эта же возрастная группа еще 10-20 лет назад. Даже в условиях отсутствия прорыва в медицине или появления новых методов лечения деменции, снижение риска ее развития возможно, отмечает доктор Ланга. Он также подчеркивает, что путь к победе над деменцией только начинается. Кальций – один из важнейших элементов в человеческом организме. Он нужен не только для крепости костей и зубов, но и для поддержания стабильного кровяного давления. К сожалению, с возрастом организм теряет способность эффективно его усваивать. Помочь в этом могут специальные добавки, самые эффективные из которых считается так называемый аморфный кальций. Его организм абсорбирует легче всего. Другой вопрос, что добывать его весьма непросто, и было бы еще сложнее, если бы не раки. Это голубой рак. Благодаря генетическому отклонению, наделившему его необычной расцветкой, он становится частым украшением аквариумов. Однако на этом его особенности не заканчиваются. Как выяснилось, голубой рак может удивительно быстро восстанавливать кальций в своем панцире. Я выращивал голубых раков для декоративных целей. Наблюдая за ними, я понял, что они в 10 раз быстрее выращивают свой панцирь, чем какие-либо другие ракообразные. Потом я открыл маленький орган, состоящий из кальция, который рак производит сам или собирает. Сегодня Бен выращивает голубых раков для сбора природного кальция, который он затем превращает в биологическую добавку. По его словам, эта добавка усваивается человеком намного лучше. Мы решили проблему биодоступности кальция. Он работает так же, как и удобрения для растений. Если мы выведем кальций из организма, то повреждения получат все механизмы. После того, как мы поставляем удобрения растению, все начинает работать как надо. Плоды, листья, ствол. То же самое происходит и с людьми. По словам ученого, помогавшего в тестировании новой добавки, результаты выглядят многообещающе. Я думаю, что она произведет революцию. Она сможет помочь миллионам людей по всему миру. Пока что мы протестировали добавку на людях. Теперь нам надо доказать, что этот кальций после поступления в организм человека действительно идет в кости в правильных местах. Новые исследования изучают возможности использования кальция, полученного от голубого рака, в борьбе с остеопорозом и лечением хронического дефицита этого элемента в организме. Голливудская богема в послепраздничные дни продолжает фестивалить. В калифорнийском Палм-Спрингс проходит престижный международный кинофестиваль. В Нью-Йорке вчера вечером вручали награды Ассоциации американских кинокритиков, а в Лос-Анджелесе вовсю идут приготовления к премии «Золотой глобус». Все подробности сообщит наш обозреватель Максим Москальков. Макс, мы в нетерпении. Привет, Рома. И хотя лауреаты премии Critics' Choice Awards были названы еще в начале декабря, сама церемония вручения наград состоялась лишь вчера. Триумфаторами стали драмы «Манчестер у моря», «Скрытые фигуры», «Лунный свет», мюзикл «Ла Ла Ленд». Конечно же, не обошлось без присутствия множества знаменитостей. По красной ковровой дорожке прошлись актеры Кейси Аффлек, Мишель Уильямс, Эми Адамс, Октавия Спенсер, Наоми Харрис, Марк Уолберг, режиссеры Берри Дженкинс и Мартин Скорсезе и другие знаменитости. Обладательница «Оскара» и «Золотого глобуса» Октавия Спенсер сыграла одну из главных ролей в фильме «Скрытые фигуры», экранизации реальной истории о команде афроамериканских женщин-математиков, работавших на НАСА в годы расовой сегрегации. Сплоченная работа команды приводит к хорошим результатам. Если у тебя нет хорошей команды, у тебя нет ничего. Так же, как не просто вырастить ребенка, не просто снять и хороший фильм, а этот фильм стал для нас нашим детищем. Актриса Эми Адамс победила в номинации «Лучшая актриса» за роль в sci-fi драме «Прибытие». Как актриса оценивает свои шансы на получение «Оскара»? Ну, у меня уже есть пара наград. Я пока об этом не думаю. Сейчас я просто испытываю чувство благодарности, а о будущем не задумываюсь. Марк Уолберг исполнил роль полицейского в драме «День патриотов», картине, повествующей о событиях 2013 года в Бостоне, когда там случился теракт во время бостонского марафона. Я чувствую на себе груз ответственности, но одновременно и невероятную гордость, потому что я смог рассказать историю моего народа. То, что им удалось сделать, вдохновляет и дает людям надежду в эти трудные времена. Тем временем в Лос-Анджелесе идут последние приготовления к проведению престижной кинопремии «Золотой глобус», которая состоится уже в это воскресенье.
Вчера перед отелем «Хилтон» в Беверли-Хиллз, где пройдет церемония, раскатали красную ковровую дорожку. По традиции мероприятий принимает участие ведущий церемонии. В этом году им станет популярный комик Джимми Фэллон. Я люблю премии, и это, пожалуй, моя любимая. Это смесь лучших фильмов, лучших телевизионных шоу, лучшей музыки. Так что если вы еще не смотрели какие-то из фильмов, претендующих на «Глобус» в этом году, срочно пойдите и посмотрите. Тем временем мэтры высокой кухни готовятся угощать именитых гостей гастрономическими изысками. В большом банкетном зале будет накрыто 120 столов. В меню в этом году вошли салат из желтой свеклы, арбуза, редиски и козьего сыра. На второе предложат морского окуня и филе миньон с грибами и брокколи. А на десерт неаполитанский миндальный торт с профитроли, саморетто, ванильным кремом и шоколадом. Я думаю, довольно неплохое меню. Рома. Ты издеваешься? Я еще даже не обедал. Спасибо, Макс. Голливудский бульвар давно стал символом славы и успеха. Он притягивает со всего мира туристов, которые хотят ощутить свою причастность к волшебной загадке киномира. Немало на бульваре тех, кто бросил все, налаженный быт, семью и друзей, и отправился в Голливуд в надежде стать знаменитым. Репортаж Евгения Дюло. We gon' make this work, I'm gonna show you how love is made and we'll know that these are those perfect moments. Эндрю – типичный молодой певец, приехавший в Лос-Анджелес 2 недели назад из Техаса в поисках славы. В свои 22 года он точно знает, чего хочет – заполнять стадионы. Важнее всего следовать своим мечтам. Я хочу быть певцом. Я хочу вдохновлять людей на то, чтобы менять мир к лучшему. Эндрю уверен, Голливуд – место с громадными возможностями. И с ним сложно поспорить, особенно когда в паре сотен метров от него проходит церемония открытия очередной звезды. 15 лет назад Кевин Харт работал продавцом обуви, когда решил добиться успеха в Голливуде. У него получилось. Путь к звезде тернист и труден. Донна в мечтах стать известным кинорежиссером приехала в Голливуд год назад из далекой Нигерии. Чтобы оплачивать учебу и расходы, сделала костюм и фотографируется на бульваре за чаевые. В день получается от 30 до 100 долларов, в зависимости от щедрости туристов. Некоторые оставляют чаевые, некоторые хотят сфотографироваться бесплатно. Один человек спросил меня, почему я должен платить за фото с тобой. Иногда люди не понимают, что я собрала этот образ своими руками и работаю для них как актриса, оживляю персонаж, который они видели в кино. Джозеф таким же образом подрабатывает на бульваре. Говорит, что помимо чаевых для него, профессионального актера, это возможность изо дня в день оттачивать исполнение своего капитана Воробья. Было бы здорово, если бы Джонни увидел меня и сказал: «Мне нравится, как этот парень сделал моего Джека. И если он пожмет мне за него руку, это будет много значить для меня». До уровня Джонни Деппа Джозефу еще пока далеко, но годы тренинга не прошли даром. Он регулярно работает на съемках в кино. Шерон приехала в Лос-Анджелес с Филиппин еще ребенком. Многие годы она пыталась пробиться в Голливуде. Когда ей было 21, она танцевала в клипе Оззи Осборна. Шерон вспоминает, как бродила по этим улицам в отчаянии и без денег, зависимая от наркотиков. Я хотела быть моделью, хотела быть известной, но когда ты постоянно сравниваешь себя с другими людьми, тебя это делает очень незащищенной. Ты отчаянно хочешь, чтобы тебя приняли, признали достойной роли в кино. Все эти несбывшиеся надежды из года в год питают пустоту и уязвимость. Шерон нашла способ обрести уверенность в себе. Уверенность, которую необходимо закалять как сталь всем тем отчаянным мечтателям в борьбе за место под ярким голливудским солнцем. Евгения Дюло, «Настоящее время. Америка». И последний. Возраст рекордом не помеха. Француз Робер Маршан в 105 лет установил новый рекорд в велогонках. За час он проехал на велодроме 22 километра 547 метров и стал мировым рекордсменом в возрастной категории 105+. Сам Маршан остался результатом недоволен. 3 года назад отставной пожарный преодолел за это же время 26 километров 917 метров. И это было рекордом для категории 100+. Ох, надеюсь, я буду в этом возрасте творить подобные же чудеса. Это был час новостей из Вашингтона. Проект «Настоящее время Америка». В студии для вас работал Роман Мамонов. Увидимся завтра.